2018 год для образования региона стал плодотворным. В Ингушетии открылось множество значимых объектов в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования. Первое открытие состоялось уже в начале 2018 года. В Карабулаке в торжественной обстановке открыли новую школу на 540 ученических мест. Первый выход на сцену и первое выступление в новых стенах. Впрочем, повод всегда обязывает. Пока одни в большом актовом зале воспевают открытие новой 4-й карабулакской школы, другие уже успели занять свои места за партами, а третьи подкидывают мяч в спортзале. Этого события школьники и педагоги действительно ждали давно. Во дворе атмосфера не менее праздничная. К открытию школы учащиеся подготовили целую концертную программу. Символичный сундук знаний, олицетворяющий новую школу, наконец открыт. Этот праздник с детьми и педагогами разделяют и почетные гости. Дошкольное образование, высшее образование – это то, чему сегодня наше государство отдает приоритет. Именно поэтому в прошлом году председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев в Владикавказе принял решение о выделении дополнительных денег Северо-Кавказскому федеральному округу для строительства школ, которой, к сожалению, мы еще ощущаем большой дефицит. И очень прекрасно, что за этот короткий промежуток времени здесь, в городе Карабулаке, появилась новая школа. Она создаст хорошие условия для учителей, которые смогут действительно вам дать те знания, которые помогут вам быть достойными гражданами своей республики. Большая столовая, несколько десятков учебных классов, оборудованные по последнему слову техники, кабинеты физики, химии, информатики и биологии, библиотеки, книги строгими рядами выстроились на отдельных полках, а читальный зал просто радует глаз библиотекаря и учащихся. В этом году, в уходящем 2018 году, мы построили 6 школ и 3 детских сада. Все школы у нас оснащены самым современным оборудованием. Детские сады также оснащены самым современным оборудованием. И самое главное, необходимо сказать, что все это усилия, конечно, были не только мы, сотрудники, работники системы образования, все это нами достигнуто вместе с родителями наших учеников, наших школьников, особенно выпускников. Новая современная школа на 704 места и детский сад на 220 мест. Сразу 2 подарка преподнесли жители микрорайона Юбилейный в Назране. Объекты построены в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 и 2020 годы. Республика Ингушетия отличается очень хорошими темпами роста населения, и мы все вместе с вами этим гордимся. Ну вот, такое положение налагает особую ответственность на руководство республики, и мы видим, что руководство республики справляется с этой задачей обеспечения наших детей качественными учебными и дошкольными образовательными учреждениями. Олег Евгеньевич, большое спасибо. Хочу сказать личное спасибо, огромное спасибо Ольге Юрьевне Голодец, вице-премьеру, который с пониманием отнеслась и к этому микрорайону. И мы такие же садик, мы уже открыли, школы строим, и 110 гектаров микрорайон, где мы строим жилье для поздневиков. Огромное спасибо министру образования и науки России Василию Ольге Юрьевне и министру по делам Северного Кавказа Льву Владимировичу Кузнецову. Почему? Потому что все вместе мы просто решили эту глобальную задачу. И я уверен, что для родителей сегодня нет никаких проблем. Общеобразовательное учреждение стало еще одним украшением этого микрорайона. 5 разноцветных корпусов здания, 60 рабочих кабинетов, пищеблок, столовая, библиотека и читальный зал, кабинеты для занятия хореографией. В новую школу перейдут учащиеся со всего микрорайона и дети из района 105-й массив. Тут разноцветные парты, она большая, просторная. Эта школа отличается от нашей. Чем отличается? Тем, что она большая, красивая и новая. Здесь рядом открыли и новый детский сад, который рассчитан на 220 малышей. Дети вместе с родителями знакомятся с детским садом. У Амины Майсаговой впереди важное выступление, но она не волнуется. Мама, как всегда, рядом. Они уже успели обойти все этажи и не скрывают восторга от такого подарка. Садик большой, много игрушек, игровые комнаты. У меня, в принципе, 4 детей, все входили в садик, но
У нас старого образца садик был. Но то, что сейчас в основном строят, да, вот то, что большой акцент делают на школы, на детские сады, если честно, это я радуюсь лишнее. Потому что я по себе судила, когда целый день ребенок дома, одно и то же. А вот в садике ребенок уже развивается, мероприятия, много чему учат. В детском саду будут учиться 12 групп, 3 из которых ясельные. Получать дополнительные услуги и просто обрести для себя комфортную среду. Это действительно комфортная среда. Самый большой капитал для нас – это наши дети. И сегодня, вкладывая в наших детей, заботясь о наших детях, мы, естественно, верим в то, что будущее наших детей будет прекрасным, счастливым, красочным. 2018 год принес много открытий региону. Еще одна долгожданная школа открыла свои двери для учащихся Малгобека. Этот праздник они ждали с нетерпением. Школьники получили прекрасные условия для отличной работы. Говори как-то. А что говорить? Это. Когда я вырасту, хочу стать космонавтом. Пожалуйста, если хотите учиться, стать как сестра и братья, надо стараться и учиться, потому что все хотят как мамы стать. Папа и не мамы. Хотят как учитель, и не полицейский, и не пожарным, и не доктором. Хотите учиться, надо стараться. Новое общеобразовательное учреждение распахнуло свои двери для семей переселенцев из так называемой оползневой зоны. Второй микрорайон Малгобека, построенный специально для этих категорий граждан, постепенно расширяет свою инфраструктуру. Для школьников и их преподавателей это действительно большой подарок. Не меньше радости в глазах родителей. Жителям нового микрорайона приходилось отправлять детей в школу, расположенную в центре Малгобека. Для многих это стало накладно с учетом того, что транспорт здесь появился значительно позже. Отныне и эта проблема уже позади. Конечно, было очень трудно. Приходилось и нам, родителям, лишний раз на родительские собрания, просто поприсутствовать на уроках. Приходилось бросать все дела и в такую даль ехать. А сейчас, конечно, мы очень рады. Это огромный подарок. Череда открытия продолжилась в регионе. Свои двери для учащихся открыла вторая школа-гигант. Это современное общеобразовательное учреждение, построенное по самой новейшей системе, качественное оборудование, интересный дизайн здания. Словом, все это для того, чтобы дети учились на отличные оценки. Это вторая школа-гигант в Ингушетии, рассчитана на 1500 ученических мест. Трехэтажное здание состоит из 4 блоков, где размещены более 60 кабинетов. Объект построен по самым современным технологиям. Счастливые улыбки, праздничное настроение вовсе не сценарный план, а настоящая неподдельная радость. Ведь учиться в такой современной школе – мечта каждого ребенка. На долгожданное открытие образовательного учреждения приехали почетные гости. Специально для них учащиеся подготовили выступления. За то, что душа у вас молода, за то, что рядом вы с нами всегда. В этот день школьникам желают главного – хороших отметок. Заместитель министра образования и науки России Ирина Потехина зачитала приветственный адрес от министра. Вы стоите на пороге невероятного мира знаний, который готов открыться, необходимо лишь усердие и любопытство. Не бойтесь ошибаться, ведь на этом пути вас будут сопровождать замечательные, опытные, внимательные наставники, ваши учителя. Большая столовая, библиотека, актовые 4 спортивных зала. Возвели образовательное учреждение по программе создания новых рабочих мест. Перечитывая информацию, он дает шлагбауму подниматься, и машина проезжает. Шлагбаум заново открывается. Автоматический вариант. Зеркальный телевизор с онлайн-вещанием, мультимедиа-проектор для актового зала, а также универсальная интерактивная трибуна с электронным табло и дисплейной сенсорной системой. Здесь очень красиво, красочно, уютно. Больше всего мне понравилось спортивный класс. Здесь большая школа, и она красивая, разных цветов. Дошкольное образование в регионе также на должном уровне. Так, в 2018 году открыли детские сады в Яндере и в Малгобеке. К реализации указа президента Российской Федерации по национальным проектам у нас до 2020 года запланировано строительство 11 школ и 12 детских садов. Это, разумеется, будет очень хорошим показателем в целях ликвидации двухсменного режима обучения и ликвидации очередности в наши детские сады. Сегодня у нас
уровень обеспеченности дошкольным образованием в Республике Ингушетия, если считать актуальную очередь, у нас 76,1%. Это очень хороший показатель, но мы сегодня могу сказать, что мы уверенно движемся, что очередь в детские сады у нас будет ликвидирована. И реализация национальных проектов, согласно майского указа президента Российской Федерации, этому залог. Наряду с другими направлениями развивается и дополнительное образование. В рамках реализации национальных проектов, утвержденных Владимиром Путиным, в Магасе открылся новый технопарк «Кванториум». Детский технопарк «Кванториум» охватил 18 тысяч детей по всей стране. Современный технический центр появился и в нашем регионе. Здесь с этого дня будет функционировать 8 площадок. «Кванториум» позволит охватить дополнительным образованием не менее 800 детей. Школьникам предстоит придумывать свои проекты, решать всевозможные задачи по научно-техническим направлениям. Ребята уже горят желанием быстрее научиться творить. Ты, что не умеешь, ты ни о чем не пожалеешь. И не стесняйся побеждать. Мир детского роботопроектирования уникальный и интересный. Собравшихся с открытием технопарка поздравляет и глава региона. Юнусбек Евкуров отметил, такие проекты просто необходимы. И у детей есть уникальный шанс развивать свои навыки. Особо важно, чтобы на таких площадках научились не расстраиваться, если что-то не получается, наоборот, мобилизоваться и выполнить эту задачу. Почему? Потому что изобретательность, она во все времена требовала всегда терпения, умения, терпения, усидчивости, мышления. Поэтому эти качества, так не надо прививать. 2019 год тоже обещает стать не менее значимым. В образованиях грядут важные открытия, о которых мы обязательно вам расскажем. Рина Сычоева. Итоги года.